Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря? Не забудьте заплатить налог на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок до 1 декабря. Сделать это легко. Всего лишь нужно воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона и затратить несколько минут на уплату налогов. Заплатите имущественные налоги вовремя. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Николай Слепцов и Мария Сунхалырова. У микрофона ведущая Саргалана Антонова. После 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимость за 2022 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в прошлом году. Сегодня в программе мы расскажем, как уплатить налог, где и как это сделать, и почему это важно. Чтобы поговорить о том, какие изменения происходят, что нового появилось в порядке уплаты налогов физическими лицами, мы пригласили сегодня в студию прямого эфира начальника отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия Саргалану Гавриловну Винокурову. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместителя начальника этого же отдела Николая Аркадьевича Федорова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а разговор наш я хотела бы начать с такого вопроса. Какие налоги платят наши граждане? Давайте напомним. Наши граждане оплачивают налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. Эти налоги начисляются на основании сведений, которые поступают к нам с регистрирующих органов и направляются гражданам в виде налогового уведомления с исчисленной суммой налогов и реквизитами для уплаты один раз в год на основании тех налогов, которые они владели, например, сейчас за 2022 год, со сроком уплаты до 1 декабря текущего года. Давайте еще раз поговорим о том, что же такое налоговое уведомление, документ это или нет, и вообще, как его исполнить. Обязанность по ежегодному исчислению налогов возлагается на налоговые органы. Соответственно, налоговые органы направляют гражданам налоговое уведомление. Сейчас они направляются у нас также с города Кемерово, то есть почтовый штемпель должен быть город Кемерово, поэтому сейчас многие уже не удивляются, уже знают, да, что рассылка у нас производится ФКУ, который находится в городе Кемерово. И, налоговое уведомление должно быть направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. То есть, если гражданин не имеет личного кабинета, соответственно, ему рассылка производится через Почту России. То есть, получается, за месяц до уплаты нашего налога, то есть это получается 1 ноября, да? Мы уже должны были получить уведомление на руки. Да. Но в этом году у нас вообще направлено более 458 тысяч налоговых уведомлений. Из них, половина, где-то 52%, она направлена в личные кабинеты. И остальная часть, соответственно, она направлена через почтовые отделения. И на сегодняшний день процент доставки у нас составляет где-то 72%. Независимо от факта уведомления, наши граждане ведь все равно должны уплатить свои налоги. Например, не принимаются же такие доводы, а я не получила уведомления ни на почту, ни в личный кабинет и так далее. Такие доводы вообще не принимаются, потому что у нас по законодательству документ считается полученным по истечении 6 дней после срока направления документа. То есть человек обязан все равно исчислить. Если он не получил налоговое уведомление, он все равно должен к нам подойти, соответственно, в налоговый орган для получения налогового уведомления. А если человек, например, ни по почте не получил уведомление, да, ни в личном кабинете сообщение не пришло, то в этом случае что он должен сделать? Вы говорите, подойти, да, в налоговую для того, чтобы, например, получить это уведомление, либо нужно все-таки получить помощь в открытии личного кабинета?
Ну, налоговое уведомление, получается, можно получить у нас также в отделениях МФЦ, то есть, да, типа законный представитель, либо полномочный представитель может получить. Также во всех отделениях налоговых органов. Ну и кроме этого, с этого года у нас есть новшество. Есть возможность получить налоговое уведомление через портал государственных услуг. То есть для этого такие условия имеются, как должна быть подтвержденная учетная запись портала государственных услуг и значит, с личного кабинета на госуслугах направляется согласие на получение налогового уведомления. После того, как для направления необходимо приложение скачать госключ, соответственно, он скачивает данное приложение и направляет согласие. То есть после того, как даст согласие и его подпишет, к нему придет сообщение о том, что он уже подключен к данной системе к получению налоговых уведомлений на портале государственных услуг. Соответственно, он сможет уплатить налога не только получить, но и уплатить непосредственно с портала государственных услуг. Ну, я считаю, что это очень большое удобство для наших граждан, потому что если у кого-то нет, например, личного кабинета на портале Федеральной налоговой службы, да, то, по крайней мере, госуслугами пользуются намного больше людей, и сделать это, я думаю, будет намного проще. Да? А в каких случаях не направляется налоговое уведомление? Налоговое уведомление может не направляться, да, если сумма налога составляет менее 100 рублей. Например, в 2022 году они купили это имущество либо в ноябре, либо в декабре месяце, да. Если сумма составит менее 100 рублей, то оно будет направлено только через 1 год. То есть, когда сумма будет больше 100 рублей. Либо если у них получается льгота. Например, они пенсионеры, они освобождаются от уплаты по одному виду налога, да, квартира, гараж, жилой дом, либо там 600 квадратных метров, да, у них земельный участок. Если она менее 600 квадратных метров, то налоги им тоже не начисляются. А что делать, если налоговое уведомление все-таки не получено, да? Нужно будет... налоговые уведомления у нас начали направляться с сентября месяца, и на Почте России они у нас хранятся 1 месяц. Если они его не успели получить, да, например, были в отпуске... Квитанция пришла, да, да, уведомления не успели. Через месяц оно направляется к нам в налоговый орган. Им нужно будет подойти либо в любой налоговый орган, либо в офисы «Мои документы», либо вот очень удобный у нас есть интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика», получить доступ к нему и посмотреть свои налоги именно вот в личном кабинете налогоплательщика. Туда можно будет войти и с подтвержденным профилем от портала госуслуги. Такой вход тоже есть. Хорошо, дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 32 2066 32 11 66. Сегодня мы говорим об уплате имущественных налогов физическими лицами за 2022 год. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день, мы слушаем вас. Добрый вечер, добрый день. А у меня вопрос такой. Если налог к уплате 0, надо ли подавать уведомление? И если налоговая ошибочно выплатила налоговый вычет, что делать? Хорошо, спасибо за вопрос. Так, уведомление на уплату налогов, да, налоговый орган считает сам. И до 30 дней, то есть до 1 декабря, да, оно у нас будет направлено либо по Почте России, либо в личные кабинеты налогоплательщика. Если у вас льгота, то оплачивать не нужно. Хорошо. А какие изменения вообще происходят в расчете налогов? Давайте вот поговорим на эту тему. Есть нововведения, я знаю, и необходимо об этом проинформировать наших телезрителей и радиослушателей. У нас изменения произошли в части транспортного налога граждан. Так, с 1 января 2023 года, согласно закону о налоговой политике Республики Саха-Якутия, отменена налоговая льгота по транспортным средствам, мотоциклам, мотороллерам с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и с годом выпуска до 1990 года. То есть, соответственно, это те транспортные средства, которые были выпущены в советское время.
То есть по ним со следующего года, если человек не снял его с учета, если он на его в собственности, соответственно, будет на общих основаниях начислен транспортный налог. Угу. То есть изменения произошли в этом году, да. А расчет будет производиться уже в следующем году. Получается, за 2023 год будет налог начислен только в 2024 году со сроком уплаты не позднее 1 декабря 2024 года, за 2023 год. Угу. И у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Угу. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня в госуслугах пришло уведомление, да, транспортный налог. А сейчас я хотела платить, а там сейчас уже как-то это исчез, это уведомление. Может, из-за того, что я получила статус как малоимущая в сентябре месяце. Может ли быть такое? По малоимущим у нас, к сожалению, нету налоговой льготы, да, есть у нас для многодетных детей, и оно идет на хозяина этой машины по заявлению на предоставление льготы. Вам лучше будет зайти в наш личный кабинет налогоплательщика, да, и посмотреть там. Так, как я уже говорил, с помощью подтвержденной записи от госуслуг также можно зайти в наш личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы налог.gov.ru. Личный кабинет физического лица. То есть это может быть просто какой-то системный сбой, и лучше на всякий случай зайти в личный кабинет, удостовериться, и в случае возникновения вопросов, наверное, еще раз обратиться в налоговые органы, да? Потому что вот мы не администрируем сайт, портал госуслуги, у нас свой личный кабинет на сайте налоговой службы. Все равно самые точные данные можно почерпнуть только у вас. Хорошо, давайте все-таки напомним нашим телезрителям, радиослушателям о льготах, которые есть по имущественным налогам. Так, у нас вот есть ряд льгот, да, для наших налогоплательщиков. Основной контингент – это у нас пенсионеры, ветераны боевых действий, ветераны Советского Союза, да, также вот многодетные семьи. У них есть льгота на один транспорт, на 5 квадратных метров от квартиры на каждого ребенка и 7 квадратных метров на один жилой дом, тоже на каждого ребенка. И вот эти вот ставки и льготы у нас устанавливаются каждым муниципалитетом, да, администрацией отдельно. И эти ставки и льготы можно посмотреть на нашем сайте в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах». Выбираете Республику Саха-Якутия, набираете тот населенный пункт, в котором вы проживаете. Например, если в Якутске, да, то выбираете МО город Якутск. И там вам предоставятся вот эти вот перечень льгот, по которому вы имеете право. Также, если у вас есть льгота, и она к вам не применена, да, можно с личного кабинета налогоплательщика направить заявление на предоставление льготы вот с личного кабинета, что очень удобно тоже, да, никуда вам ходить не надо, направляете заявление на льготу, если вам она положена. Но мы можем привести, например, какой-то, не знаю, пример, может быть, какой-то факт, да, объяснить вот в буквальном смысле на пальцах для того, чтобы люди поняли, могут ли они претендовать на ту или иную льготу, и если да, то, например, вот в количественном отношении. Например, что у нас часто бывает, да, у нас пенсионеры стали пенсионером где-то в июне месяце, то считается с 1 января по май у них будет считаться налог на общих обоснованиях, да, а с 1 июня у них будет льгота. И в налоговом уведомлении оно должно быть также отражаться. Вот по 5 месяцев, которые они должны оплатить, будет отражена только та часть. А с июня месяца у них уже будет льгота по налогу на квартиру, например, да, на гараж, на жилой дом, по каждому виду с одного объекта. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня участок был, но ее как-то вовремя документы не сделаны, и она ее другой взяли, построились они, да, уже 3 года. Но налог ко мне идет. Я ездила
рекпалату, оттуда меня отправляют возле автовокзала, который туда я ходила, оттуда обратно в рекпалату. Короче, налог все равно идет мне. Как мне быть? А этот участок 3 года уже другие живут, построились. Ну, давайте я дам комментарий. Да. По земельному налогу, то, что земельный участок принадлежит, да, получается, налог начисляется на основании сведений, которые к нам поступают именно с регистрирующих органов. Соответственно, эти сведения нам должны поступить для того, чтобы у собственника, который был ранее владел, да, этим земельным участком, чтобы исчисление его прекратилось. Соответственно, в любом случае ему нужно, может, в принципе, написать заявление нам, обращение, что данный земельный участок не принадлежит, но для этого нужно все равно подтверждающие документы приложить. Если у человека есть подтверждающий документ, он может с этими документами направить нам обращение. То есть самый удобный способ – это написать обращение через наш интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика». После получения такого обращения мы направляем запросы в регистрирующие органы через систему межведомственного взаимодействия электронно и ждем подтверждения, кому принадлежит данный земельный участок. То есть после подтверждения мы уже делаем перерасчеты, например. А те, например, счета, которые были выставлены, вот как нам сказала наш телезритель, либо радиослушатель, за предыдущие 3 года, которые ему вот поступают, они будут аннулированы? Ну, если подтвердится, что дата вот прекращения, да, как бы владения этим земельным участком уже определенная дата стоит, то, соответственно, с этого момента уже будет сделан перерасчет, конечно. Давайте вот по земельному налогу еще раз поясним, да, какие есть льготы, потому что все-таки по земле, наверное, мне кажется, львиная доля вопросов поступает, да? У нас не облагается, да, до 600 квадратных метров. Все, что выше 600 квадратных метров, она уже считается. А до 600 квадратных метров, да, для у кого есть льготы по земельному налогу, они не начисляются. Но идет у нас только на один объект. Если у вас 2-й и 3-й участки есть, да, то на них, соответственно, будет начисляться налог. Хорошо, у нас вновь вопрос. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, добрый день. У меня такой вопрос. Если у человека, квартира в общежитии, да, и инвалид 1-й группы, платит налог или нет? У нас инвалиды 1-й группы освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта. То есть, если они владеют одной квартирой, одним жилым домом, то есть одним гаражом для одной комнаты, соответственно, они от уплаты этого по данному объекту освобождены, соответственно. То есть, и по ним к нам сведения приходят в проактивном формате. То есть, если не заявлена была эта льгота, то есть ее можно проверить также у нас в нашем личном кабинете, то есть в разделе льготы, да, можно будет проверить, посмотреть наличие этой льготы. Но если все-таки эта льгота не учтена, нужно будет написать обращение с подтверждающими документами. Хорошо. И далее вот мы говорили по земле, теперь давайте обратимся к транспорту. Да? По транспорту также очень много у нас приходит вопросов. Они касаются тем, что люди либо вовремя не сняли с учета транспортные средства, да, и так далее. Давайте об этом поговорим. Ну, по транспортному средству, да, как я уже говорил, для многодетных семей у нас предоставляется льгота на одну машину. Это то есть на мужа, либо на жену. Там на 2 машины оно не распространяется. Также у нас есть льгота 50%, да, если у кого-то есть машина на газовом оборудовании, то 50% от этой суммы налога они не платят. И там уже будет в налоговом давлении эта сумма будет уже отражена, так как сведения нам приходят из ГИБДД, там они уже указаны, да, что машина на газовом оборудовании. Если все-таки, да, эта льгота к вам не применена, также, да, нужно будет проверить в налоговом уведомлении и проверить, за какой год это посчитано этот налог. Если вот льгота не применена, также можно будет направить заявление на предоставление льготы и подтверждающий документ. Обычно те, кто вот делают вот это вот газовое оборудование, да, они дают подтверждающие документы. Если этих документов нет, то необходимо уже обратиться в газовую службу, которую устанавливали, либо вот через ГИБДД.
То есть брать у них справки, да, подтверждающие о том, что машина на газовом находится... оборудовании. И забыл сказать, льгота применяется только в течение 5 лет, не пожизненно. То есть по истечении этих 5 лет они уже будут платить полную сумму налога. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И я напомню, что сегодня тема нашей передачи – это уплата имущественных налогов физическими лицами за 2022 год. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Осень – время платить налоги. У вас в собственности квартира, дом, земельный участок или машина? Пришла пора платить имущественные налоги. Узнайте о начислениях из почтовых налоговых уведомлений или онлайн. Не позднее 1 декабря платите транспортный и земельный налог. Налог на имущество. Платить налоги легко. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимость. Сегодня в программе мы расскажем, как уплатить налоги, где и как это сделать, почему это важно и какие изменения нас ждут в ближайшее время. Итак, я напомню, что гости нашей студии сегодня – это начальник отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия Саргалана Гаврилевна Винокурова и заместитель начальника отдела Николай Аркадьевич Федоров. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы по налогам к моим собеседникам, то, пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, следующий мой вопрос касается напоминания о том, до какого числа мы должны оплатить имущественные налоги. Ну, отдельный срок по уплате имущественных налогов физических лиц у нас установлен до 1 декабря. То есть, соответственно, за 2022 год мы должны уплатить не позднее 1 декабря 2023 года. То есть, и уже начиная со следующего дня, то есть со 2 декабря, в случае неуплаты будет уже начисляться пеня в размере 1/300 ставки референции за каждый день просрочки получается. Поэтому призываем всех граждан не откладывать. Осталось буквально меньше 2 недель до наступления срока уплаты налогов. То есть те, кто не получил налоговое уведомление, чтобы они подошли к нам, налоговый орган, да, для получения налогового уведомления, и смогли уплатить вовремя. У нас снова телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Слушаю У вас. меня такой вопрос. Пенсионер освобождается ли от уплаты налогов земли, земельного участка? Да. До 600 квадратных метров у вас будет освобождение. Все, что выше 600 квадратных метров, да, вам придется оплатить налоги. Также, если у вас несколько участков, то по второму, третьему объекту, да, вам тоже будет начислен налог. У вас есть освобождение от 600 квадратных метров земельного участка. Еще я хотела бы задать вопрос уточнения по жителям арктических улусов. Да? Я слышала, что здесь тоже какие-то льготы есть, да? Да, жители арктических районов, если они прописаны в этом районе, да, там у нас 13 районов, они полностью освобождены от уплаты имущественных налогов физических лиц. К вам налоговые уведомления не придут. За исключением тех объектов, если они находятся у нас, ну, например, да, через не внутри арктического района, а, например, в городе Якутске, в Алдане, да, за это имущество вам надо будет оплатить. А то имущество, которое есть у вас в арктическом районе, транспорт, имущество, земля, от этих налогов вы освобождены. То есть, если человек проживает, грубо говоря, в Анабарском районе, у него есть недвижимость в городе Якутске, то за недвижимость в городе он оплачивает. Да. А то, что находится, например, у него в районе, за это у него будет льгота. Автоматическая льгота, которая применяется, да, без заявительном порядке, вам дополнительно писать заявление не нужно. Хорошо. Давайте напомним, как все-таки мы можем оплатить наши налоги. Я знаю, что для этого у нас есть как бы несколько способов. Давайте еще раз расскажем и напомним об этом.
Ну, оплатить налоги можно несколькими способами. То есть самый удобный, да, это получается наш интернет-сервис, личный кабинет налогоплательщика. В режиме онлайн можно сразу же уплатить. Также на нашем сайте есть сервис уплата налогов пошлин. То есть получается там буквально заносится фамилия, имя, отчество, сумма, и реквизиты на все автоматически подтягиваются, соответственно. То есть можно будет ввести данные несколько получать, и тоже по 2 клика можно уже оплатить, соответственно, свой налог. Но кроме этого можно оплатить через почтовое отделение, также через банковские терминалы в отделениях банков и через онлайн-приложение банков. Тоже очень удобно. Там есть несколько способов. С помощью QR-кода можно сразу оплатить. То есть считывается QR-код, который у нас непосредственно размещен в налоговом уведомлении. Также можно по уникальному идентификатору начислений тоже уплатить через банковский терминал либо банковские отделения. То есть ввести этот УИН, и, соответственно, сведения они автоматически подгрузятся. Тоже можно будет удобно оплатить. Также у нас имеется мобильное приложение «Налоги ФЛ», которое также можно скачать с нашего официального сайта и тоже в режиме онлайн уплатить. А как проверить, учтена ли льгота, например, в налоговом уведомлении? Да, для этого есть специальное окошко. Размер налоговых льгот, он называется, до суммы оплаты. И там будет указана сумма, по которому у вас есть льгота, и по которому вы не будете оплачивать налоги. Да, действительно, многие спрашивают, почему тут указано 2 суммы, какую из них я должна оплачивать, по которой я не оплачиваю. Если написано льгота, это которая сумма неоплачиваемая. А сумма исчисленная, она для действительной оплаты. И также я хотел добавить, мы совсем забыли рассказать про налоги детей. Если они являются собственниками, то у них также есть обязанность уплачивать эти налоги. До 14 лет обязанность лежит на родителях, опекунах, попечителях. И с 14 до 18 лет с письменного согласия родителя они также могут взять эту налоговую квитанцию либо у нас, либо через мои документы. Но с этого года у нас есть такая услуга «Семейный доступ». Родители могут подключить налоги своих детей в свой личный кабинет. Но для этого для детей тоже нужно будет открывать личные кабинеты. Если отдельно. У них есть какой-то объект. Имущество, да. Всем новорожденным у нас сразу присваивается ИНН, идентификационный номер налогоплательщика, при рождении. И для них также могут быть открыты личные кабинеты налогоплательщика отдельно. Ну, а что делать, если все-таки некорректная информация отражена в налоговом уведомлении? Да, самый простой способ, также, как мы говорили, через интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика. Вы видите, что, например, вам льгота не применена, либо сумма посчитана большая, либо там, особенно по машинам, есть написано, что машина там 200 лошадиных сил, 300 лошадиных сил, но на самом деле там 75 лошадиных сил, вы направляете нам обращение, что допущена ошибка в уведомлении. Хорошо. А вообще, как можно подключиться к личному кабинету на сайте налоговой? Вы говорите, все-таки на госуслугах бывают, не совсем достоверные данные, чтобы уточниться, например, чтобы какие-то ответы получить на свои вопросы. У нас поступает очень много вопросов. Люди спрашивают, почему у нас в госуслугах недостоверная информация. И многие путают. У нас есть свой личный кабинет именно налогоплательщика, и есть отдельно портал госуслуги. Многие думают, что вся информация у нас отображается в госуслугах. Но лучше смотреть через личный кабинет налогоплательщика. Доступ к нему можно получить по регистрационной карте, так как там налоговая тайна у нас в личном кабинете налогоплательщика, вам необходимо написать заявление на получение этой регистрационной карты либо в налоговом органе, либо в офисах «Мои документы». Также можно авторизоваться с подтвержденным профилем от госуслуг. То есть для этого необходимо, наверное, ключ иметь, да? Да. Не ключ, а подтвержденный
профиль госуслуг. Да, я добавлю, да, получается, доступ осуществляется через подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Да, учетную запись у нас подтверждают в отделении МФЦ. Также можно подтвердить через онлайн-приложение банков. То есть это в основном ВТБ, да, Тинькофф, Сбербанк. Они у всех вот этих приложениях мобильных на телефоне, которые у нас установлены, на них тоже можно подтвердить эту учетную запись портала госуслуг. Так как у нас практически все население, все граждане пользуются госуслугами, да, очень много услуг предоставляют через данный портал. Порядка свыше 90%, по-моему, жителей республики подключены к данному порталу. Соответственно, с помощью портала госуслуг можно также авторизоваться в нашем личном кабинете. То есть там есть войти через госуслуги, у нас прямо есть иконка. Нажимают на нее и, соответственно, уже авторизуются логином и паролем от госуслуг. Угу. Хорошо. А как налоговый орган предоставляет льготу мобилизованным гражданам? Вот вопрос на сегодняшний день все-таки, наверное, актуальный. Да, вот для мобилизованных лиц у нас предоставляются льготы, да, по транспортному налогу для тех, кто действительно мобилизован, для тех, кто служит по контракту, и для Национальной гвардии Российской Федерации. Так, и также ветераны боевых действий, они освобождены от уплаты по одному транспортному налогу. Угу. А где можно посмотреть, например, дополнительную информацию? Вот если у людей после просмотра нашей передачи возникли определенные вопросы, если они хотят дополнительно для себя что-то выяснить? У нас есть официальный сайт www.налог.gov.ru. Там есть раздел именно для физических лиц и есть разделы именно по уплате имущественных налогов. То есть называют категорию физические лица, я оплачиваю налог, соответственно, выбирают, я оплачу за транспорт, за земельный налог, за налог на имущество. И всю необходимую информацию тоже можно получить у нас на официальном сайте. Угу. Но кроме этого у нас есть, Николай, наверное, расскажет, дополнит, да? Угу. В части, где можно еще получить информацию. Вот справочная информация о ставках и льготах. Напомню, да, что льготы и ставки у нас устанавливаются каждой администрацией, каждым муниципальным органом отдельно. Например, по городу Якутску налог может быть где-то 500 рублей, да, по городу Нернгли она будет выше, так как налоговые ставки у нас устанавливаются Советом депутатов населенного пункта. И также льготы у них также устанавливаются отдельно. Но в основном у нас все льготы единообразны. Угу. Так, следующий вопрос поступил от радиослушателя. Спрашивает, почему не предоставлена льгота на нежилое помещение? По нежилым объектам у нас льгота не предоставляется. Но есть одна льгота до хозпостройки до 50 квадратных метров. Только на один вид они могут претендовать льготы. И у нас льготы предоставляются только на жилые объекты. Понятно. Почему не исчислен налог на имущество на квартиру в новом доме? Тут может быть несколько вариантов. Да? Например, вообще налог у нас исчисляется на основании сведений, которые к нам поступают с регистрирующих органов. Соответственно, может быть, что не поступили еще сведения с регистрирующих органов о том, что данное имущество зарегистрировано за соответствующим физическим лицом. Да? Также может быть то, что человек еще не получил выписку из Единого государственного реестра недвижимости, соответственно, у него еще не стоит, он еще не поставил ее на учет, не оформил, соответственно. И налог не начисляется, когда у человека есть льгота, либо есть какая-то определенная сумма вычета, например, либо сумма исчисленного налога она меньше 100 рублей. Соответственно, налог не начисляется на такие объекты. Угу. А вообще, каким образом выбирается объект недвижимости, по которому предоставляется льгота? Например, вот у человека есть жилье в центре города, есть жилье, например, за городом, небольшой домик. Получается, если человек владеет одним видом имущества, например, 2 квартиры у него, например, соответственно, льгота предоставляется налоговым органам по тому объекту, по которому начислена наибольшая сумма налога. То есть, если человек сам не выберет, в принципе, человек может сам выбрать, то есть написать к нам заявление по тому объекту, по которому он хочет получить льготу. Но если он все-таки не написал, то налоговый орган на основании тех сведений, которые мы имеем от регистрирующих органов, мы самостоятельно ему, предоставим эту льготу. Спрашивают, вот если я переехал в другой город, то как в этом случае начисляется налог и кто это должен делать?
Налоговая служба автоматически определяет потому, к нам сведения приходят также с паспортного стола, да, что у него поменялась прописка, и если у него нет доступа в личный кабинет налогоплательщика, налоговое уведомление будет направлено по месту прописки. Так как у нас сейчас, да, мы же налоги платим за 2022 год, да, почти, спустя 1 год, эти сведения уже должны быть изменены, и по уведомлениям должно быть направлено по месту прописки, но мы вам настоятельно рекомендуем подключиться к нашему интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика», чтобы вовремя получать эти уведомления, вовремя уплачивать эти налоги, так как там у вас сохранится электронный чек, что вы действительно оплатили налоги. Следующий вопрос. Квартира зарегистрирована на меня и на маму-пенсионерку. Вот как в этом случае будет уплачиваться налог? Другой недвижимости у нас нет. Просит прокомментировать. То есть получается, да, 1/2 доля на маму, 1/2 на дочь, да? Налог будет начислен только по 1/2 за дочь. Если у них другого имущества нет, у мамы будет льгота как пенсионеру. То есть налог будет оплачен только с половины квартиры. Должно ли приходить уведомление для уплаты налогов на имущество на малолетнего ребенка? Так спрашивают. Если он является собственником этой квартиры, да, например, это у нас бывает 1/3, 1/4, то налог, конечно, будет начислен. И до 14 лет обязанность по уплате сохраняется за родителями, попечителями, опекунами, с 14-18 лет по письменному заявлению ребенка. Налог также будет начислен, и до 1 декабря также надо будет оплатить эти начисленные суммы. Следующий вопрос. Приобрел земельный участок уже после того, как подключился к личному кабинету. Вот как скоро можно будет ожидать обновления сведений в личном кабинете? В течение 10 рабочих дней по статье 85, да, регистрирующие органы обязаны направлять нам такие сведения, что у него есть новый объект имущества, по которому он является потенциальным налогоплательщиком. Хорошо. Как отражается уплаченный налог и в какие сроки? Вот, например, человек заплатил в конце ноября, то через сколько дней появляется сведения об уплате? К нам, также приходит много обращений, что они оплатили налоги и сразу начинают писать обращение. Я действительно оплатил свои налоги. В нашем личном кабинете сведения отражаются не моментально, да, к сожалению, отражаются в течение 10... Не так, как, например, оплатил сотовый телефон, да, и оно сразу отобразилось, у тебя положительный баланс. К сожалению, у нас пока такого нету. Оплата отображается именно в личном кабинете налогоплательщика, да, в течение 10 рабочих дней. Но на практике оно приходит к нам уже после обеда, и считается, что по дате платежа у нас считается, что налоги оплачены. И в личном кабинете такая же операция отобразится, и в личном кабинете там оно уже будет, что налоговый платеж поступил. То есть можно будет об этом не беспокоиться. Ну что же, я благодарю вас за очень интересную и актуальную для всех нас информацию. И напоминаю, что срок уплаты имущественных налогов физическими лицами у нас заканчивается 1 декабря текущего года. Это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.